На территории Абхазии на сегодняшний день работает 7 заводов по производству рыбной муки. Соответственно, чтобы обеспечить все эти предприятия, необходимо большое количество рыбы, а именно хамсы. Однако предприятия не имеют права добывать рыбу больше нормы. Согласно закону, допустимое количество для отлова на каждый год устанавливается сотрудниками Института экологии. Связано это с тем, чтобы не допустить уничтожения большого количества рыбы. После изучения ситуации в море и состояния запасов хамсы в водах Абхазии каждый год перед началом путины устанавливается определенная норма. К примеру, в прошлом году экспертами было разрешено рыболовам добыть до 20 тысяч тонн хамсы. В этом году, по словам директора Института экологии Романа Дбар, норма немногим больше. В этом году ситуация чуть получше, поэтому общий допустимый улов хамсы в наших водах составляет 27 тысяч тонн. Обвинять абхазскую сторону в том, что она, так сказать, наносит ущерб рыбным ресурсам хамсы, совершенно неправомерно. Во-первых, в Черном море в разные годы добывается от 300 тысяч тонн до полумиллиона тонн хамсы. И Абхазия не является основным участником добычи этого объема. В период путины на побережье Абхазии можно увидеть рыболовецкие суда из Турции. Сейнеры производят массовый лов рыбы согласно договорам с абхазскими рыбными предприятиями с 2008 года. Подобные договоры заключаются в связи с отсутствием у нашей республики надлежащей техники для отлова рыбы. Надо отметить, что весь улов, согласно договорам, остается на территории Абхазии, перерабатывается на заводах и только потом реализуется за границу. Институт в расчетах опирается на такие параметры, как динамика уловов, популяционное состояние. То есть, что это означает? Это означает, что вот закончилась путина 2017-2018 года. В процессе путины мы отбираем пробы и проводим измерения рыб, их состояние, возраст. И таким образом мы можем с большой точностью сказать, какое количество рыбы после завершения зимовки ушло на нерест. И исходя из этих величин, мы можем сравнительно точно сказать, какое количество рыбы мы можем поймать в следующую путину. Немаловажно, что вся техника, предназначенная для добычи рыбы высокого качества. Для отлова хамсы используется так называемый пелагический трал, который не опускается на дно моря. Он ловит хамсу в толще воды, выкачивает ее насосом. За этим следят несколько служб, в том числе Госкомитет по экологии Абхазии и Российская пограничная служба. Мы выходим в море, смотрим, как идет промысел. Более того, ежедневно работает штаб путины. Как только объявляется путина, у нас, значит, внутренним приказом начинает работать штаб путины круглосуточно. В это время года наши районные инспектора задействованы от Гагры до Ачамчиры. Выходят в море все, смотрят за путиной, смотрят за количеством выловленной рыбы. Идет подсчет. В связи с вышеперечисленными фактами заявление сотрудника Росрыболовства Василия Соколова абхазские эксперты считают безосновательным. По их словам, за все эти годы турецкие суда не нарушали способы рыболовства у берегов республики. Более того, никаких варварских способов лова зафиксировано не было. Также абхазские экологи не считают верным утверждение Василия Соколова о том, что снижение запасов хамсы в Азово-Черноморском регионе произошло из-за объемных выловов этой рыбы турецким флотом у берегов Абхазии. 56-60 тысяч тонн в год хамсы мы не добываем, поскольку ОДУ ограничивается у нас, и каждый год, согласно мониторинга, выдается допустимый улов. За последние 4 года всего выловлено чуть более 109 тысяч тонн хамсы. А если брать по годам, вот 14-15 год был такой хороший год. Вот в этот год выловили 55 тысяч тонн хамсы.
В прошлом году вообще путина слабая была, позапрошлом году также была слабая путина. Уменьшение количества хамсы у берегов Абхазии директор Института экологии Роман Дбар объясняет ее перепромыслом. По словам ученого, на протяжении последних 10 лет добыча только возрастала, и это в конечном счете привело к резкому сокращению численности хамсы. Об этом экологи предупреждали не раз, но достигнуть соглашения между странами Черноморского региона по квотированной добыче не удалось. Страны-участники этого процесса не заключают соглашения о рациональном использовании, охране мигрирующей рыбы, что и приводит к печальным последствиям. Зарья Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.